Всем добрый день, друзья! С вами компания Sakura Auto. Меня зовут Татьяна. У нас приезжает автовоз один за одним. И вот немножко собралась партия автомобилей, которые еще клиенты не забрали. И есть немного времени снять для вас мини-обзор. Быстро все, чтобы вы понимали, да, что люди сейчас заказывают, что к нам приезжает, что пользуется спросом. И начать я хочу с вот такого бомбического Suzuki Solio Bandit. Это у нас 2015 год, третье поколение. Мотор 1,2 литра, 91 лошадиная сила. Вариатор, передний привод, гибрид, друзья. Комплектация у данного автомобиля Dual Camera Brake Support. Это максимальная комплектация. Поэтому давайте посмотрим сейчас, что же в нем такого интересного. И мы начинаем. Такая вот у нас бомбическая морда у него. Просто шикарно выглядит, я считаю. Значит, у него боковые зеркала с повторителями на электроприводе в цвет кузова. Сдвижные двери. Одна на электроприводе, другая с доводчиком. Солнце у нас, конечно, сегодня. У нас то холодно, то жарко, день на день не попадает. Но, тем не менее, смотрите, сколько места в автомобиле. Это уже далеко не кейкар. Это уже большой автомобиль на 5 посадочных мест. Сзади есть такие разделительные подлокотники. Если вы едете вдвоем, очень удобно, можно расположиться. Есть столики. Очень много места. Итак, спереди у нас в салоне из интересного это полный кожаный мультируль. С оплеточкой, конечно, но тем не менее под оплеточкой кожаный руль. Кнопочка старт-стоп, блокировка дверей, анти-юз, айстоп, предотвращение столкновений, контроль выхода из полосы. Здесь что-то открытие, закрытие двери с кнопочки. Далее. Сейчас заведу. Значит, очень удобное расположение, управление климатом и полностью приборная панель располагается по центру. Все читабельно, крупно, понятно. В общем, супер, друзья. Далее, по салону очень много бардачков, ниш, подстаканники. Посмотрите, здесь бардачок, здесь мусорка у нас. Далее здесь тоже подстаканник, еще вот здесь запрятан бардачок. И вот здесь у водителя там система платных дорог и USB-шка туда же подключается. Дальше, что у нас из интересного? Это есть подогрев водительского сиденья. Тут такой удобный кармашек. Можно какой-нибудь там телефон или мелочевку какую-нибудь положить. Дальше, смотрите, под пассажирским передним сиденьем сейчас попробую показать. Так. Вот такое что-то ведро, что сложить можно. И там находится батарейка. У нас же гибрид. Дальше давайте посмотрим. Понятно, что места очень много, вот реально много. Что у нас сзади у автомобиля? Такая массивная большая дверь, друзья. Мы уже там свою красивую наклеечку я наклеила. Потому что скоро уже приедет Александр за своим автомобилем. Посмотрите, место в багажнике, да? Место в багажнике уже прилично. А еще учитывая, что если под этой крышкой, видите, там еще такое углубление, туда прям реально можно сложить очень-очень много чего-нибудь полезного и интересного. Вот у нас бандит гибрид. Так, значит, данная электродверь, она на электроприводе. Вот с этого ракурса еще покажу, сколько места в салоне. Значит, у нас автомобиль на лете, фирменное литье Suzuki, 16 диаметр колес. Сейчас еще крупным ракурсом возьму. У нас автомобиль получается с пробегом 115 тысяч километров. Оценочка 4 ББ. Просто отличное, прекрасное состояние. Поэтому с минуты на минуту скоро приедет уже клиент Александр. Автомобиль остается в Ижевске. Если кому-то интересно будет посмотреть, потрогать, посидеть, пожалуйста,
Обращайтесь потом, все активные ссылочки, телефоны, все оставлю под описанием. Ну и далее уже мы перейдем к Honda Step Wagon. Итак, далее мы переходим к обзору на Honda Step Wagon. Это у нас 2017 год, 5-е поколение, 1,5 литра турбовый мотор на вариаторе и полный привод, друзья. Комплектация у данного автомобиля Spada Honda Sensing, 7 посадочных мест, полный привод. Часть автомобилей мы уже успели помыть, часть, конечно же, нет, потому что только вчера забирали вечером с автовоза. Вот, поэтому многие клиенты просят показать так, как есть, говорят, показывать, такими, какие они приходят. Нам интересно посмотреть, поэтому вот давайте. Понятно, что у нас здесь получается 2 электродвери, сзади капитанские кресла, так, столики. У нас автомобили зимней комплектации, здесь 2-я печка. Далее по передней части у нас полный мультируль с адаптивным круиз-контролем. Кнопочка старт-стоп, 2 электродвери, радары, антиюз, предотвращение столкновений, контроль выхода из полосы, подогрев зоны лобового стекла, ЕТК там система. Далее большой монитор Газерс штатный. Вот такой вот аккуратненький, чистенький автомобиль. У нас оценочка 4 балла. Пробег у автомобиля 36 тысяч километров. Вот, помыть, привести в порядок, и просто будет конфета. Тем более такого редкого цвета нам удалось купить автомобиль. Вот, клиент попросил именно РП3 кузов дорестайлинг, поэтому запрос мы его выполнили. Сейчас покажу вам автомобиль сзади. Ваку-ваку дверь, очень удобная. Кто-то до сих пор там спрашивал, покажите-ка еще раз, как это все выглядит, да? То есть вот таким образом дверь открывается и также наверх. Очень удобно. Здесь 3-й ряд в полу сидений. И при необходимости можно достать и пользоваться. Кнопочка ГЛОНАСС лежит. Вот такой вот, смотрите, друзья. Значит, у нас фирменное хондовское литье. Резина лето. 16 диаметр колес. Так, и пойдем сейчас далее. Далее мы перейдем к Honda Insight. Такая пушечка. Мы уже 2-ю такую привозим. Буквально перед Новым годом привозили в Ижевск на продажу. Вот он уехал в Казань именно в таком же обличии, тоже в тюнинге от Mugen. За ними вообще вот охота ведется, потому что они супер выглядят. Это у нас получается автомобиль 2009 года выпуска. 2-е поколение, мотор 1.3, 88 лошадиных сил, бензин, вариатор, передний привод. Комплектация LS, это максимальная для него комплектация. То есть здесь у нас есть бесключевой доступ, повторители в ушах. Сейчас покажу. Тоже автомобиль еще не подготовлен, но на него уже у нас есть клиент. Вот, сейчас ждут они свои сделки по продаже автомобиля. Итак, сейчас заведу. Секундочку. Где-то ключик не видит поближе. Это гибрид у нас, друзья. Тоже все здороваются автомобили с нами. Так, автомобиль получается 2009 года выпуска. Пробег у него 112 тысяч километров по аукционному листу. Оценочка у него R-очка, у него замена задней двери багажника. Вот, в принципе, от строгого аукциона. И на этом все. И сейчас еще покажу у него по задней
по задней левой двери стоит отметочка B3. Как вообще это все выглядит, чтобы вы на будущее знали и не пугались. Вот. Что ничего там в этом страшного нету. Сейчас еще заодно покажу вам салон сзади. В принципе, чистенький, аккуратненький, вообще вопросов нету. Тоже фирменные коврики мугеновские, да. Сейчас, секундочку. Вот так бомбический автомобиль выглядит сзади. Спойлер фирменный. То есть у него обвес, у него передняя губа. Это все от тюнинг-ателье Муген, которые занимаются уже тюнингом автомобилей, именно Honda. Такой фирменный у нас классный ковер в багажнике. Сейчас подниму, покажу. То есть там вот еще такая ниша, можно что-нибудь сложить, перевести. И хотела показать вам эту бэшечку B3. То есть вот она, видите, совсем там ничего критичного нету. Вот. Пугаться не стоит. Далее сейчас перейдем мы к Nissan Daiso. Daiso — это у нас автомобиль 2018 года выпуска, первое поколение рестайлинг, 0,7 литра, 64 лошадиные силы, вариатор, передний привод, друзья. Комплектация Highway Star G Turbo, то есть у нас турбовая версия, 64 лошадки. Уже по динамике более интересно она будет вести себя на дороге. Вот такая симпатичная мордашка у меня, посмотрите. Пробег 10 тысяч километров, машина приехала на продажу. Кому актуально, приезжайте, звоните. Все покажем, все расскажем. Итак, у нас, смотрите, такой тканевый классный салон. Чистенький, все аккуратненький. И далее кожаный мультируль у нас полный. Сейчас я заведу. Пробег у автомобиля 10 тысяч километров. Магнитола фирменная ниссановская. Система управления климата. Тут всякие бардачки. Ниши, подстаканники. Кнопочка старт-стоп автомобиля. Далее есть iStop, есть автосвет, антиюз, предотвращение столкновения, контроль выхода из полосы. То есть машина максимально нафаршированная, очень интересная. Так выглядит задний ряд, у нас диван, который трансформируется. Ну, аккуратный багажник, у меня там дерево рядышком, покажу вам. Здесь вот такой аккуратный багажник. Комплектация Highway Star G Turbo, друзья. Далее у нас приехал еще Honda Zest. Стоит с другой стороны дома. Сейчас тоже покажу вам его. Это клиентский автомобиль 2011 года выпуска. Вот. Перейдем сейчас плавно к нему. И еще в первом привозе был Volkswagen Golf. Я на него снимала отдельно обзор. Тоже короткий. Тоже добавлю в этот ролик, потому что клиент вообще ждать тоже не мог. Очень быстро его забрал. Это у нас Honda Zest Spark 2011 года выпуска. Привезена для клиента нашего. Сейчас поеду скоро забирать клиента и передавать автомобиль. Немножечко есть времени снять мини-обзор. Компактный городской кейкар. Простой комплектации. Поздоровалась машинка. Пробег 90 тысяч километров. Оценочка 4 балла автомобиля. Ну, такой чистенький, аккуратненький. Сзади выглядит. Вот. В общем, поеду сейчас передавать машину клиенту. Итак, друзья, перед нами Volkswagen Golf, правый руль, немецкий японец или японский немец, кому как нравится, но тем не менее. Пожелание клиента было привезти именно этот автомобиль из Японии, именно синего цвета.
Сейчас пока клиент в пути к нам уже забрать машинку, я вам про него немножко расскажу. Это у нас Volkswagen Golf 2017 год, 7-е поколение, рестайлинговая версия, мотор 1,4 литра, 140 лошадей, на роботе и передний привод. Комплектация у автомобиля TSI Highline. На самом деле впервые сталкиваюсь, честно говоря, с таким автомобилем. Ну, заказ был заказ. Поэтому давайте посмотрим, что интересного у него. И давайте посмотрим, что у нас в салоне интересного. Все выполнено вообще, конечно, здорово. Мне нравится. Посмотрите, сиденье со вставочками из алькантары. Полный мультируль кожаный. Информативное удобное табло, большой штатный монитор, система управления климатом, все в доступе, очень удобно расположена, кнопочка старт-стоп. Такую нишу я тут обнаружила, интересную. Дальше смотрите, для подстаканников ниша, дальше есть подлокотник. В бардачке у нас система ЕТК. Диски спрятаны здесь опять же. Такая красивая, я считаю, лакированная вставочка с переходом на дверные карты. Тут у нас прибор какой-то остался от предыдущего хозяина. Наверху у нас здесь подочечник. Управление светом. Далее, смотрите, у нас полный электропакет зеркал, стекол, регулировка фар, настроечка. Так, тут у нас еще подрулевые лепестки есть. Вообще, конечно, здорово. Сейчас покажу вам, что сзади в автомобиле. В принципе, места достаточно, я считаю, для хэтчбека. Все чистенько, аккуратненько. Смотрите, вот такой подлокотничек с подстаканниками, потом далее. Вот такая вот ниша открывается, можно перевести что-то негабаритное. Далее посмотрим, что в багажнике у нас. Довольно-таки вместительный багажник. Здесь у нас запасочка. Так, это у нас кнопочка ГЛОНАСС. Наклеечка наша красивая, яркая. Вот, так что ждем, когда подъедет Роман, забирать свой обалденный автомобиль. Будет кататься в Ижевске. Кто интересуется автомобилями с аукционов Японии, есть что-то по наличию, есть клиентские, видите, автомобили, что везем сюда, в Ижевск, везем, организуем вообще доставочку по России. Если вам актуально, если вы хотите узнать стоимость, накидать варианты, пишите нам. Все активные ссылочки на наш Инстаграм, ВКонтакте, телефон, WhatsApp, Viber, все оставлю под описанием. Поэтому мы работаем для вас в Ижевске. Вот. До новых встреч. Ждем следующий привоз.